О, здравствуй, Михаил Ефимович. Добрый день. Спасибо. Да, Михаил Ефимович, ну мы собрались, Михаил Петрович тоже здесь, коллеги присутствуют. Вы задачу обозначьте. Мы с Михаилом Ефимовичем, коллеги, встречались в Москве, обсуждали вопросы развития образования республики, в том числе вопросы развития сети президентских школ. На мой взгляд, это была очень прорывная идея в свое время. Это очень сильно стимулировало педагогические коллективы для развития. И родителей стимулировало в том числе бороться за то, чтобы и дети попадали в эти школы. Это очень конкуренцию повышает. И, на мой взгляд, это очень хорошо. Поэтому, Михаил Ефимович, вы, наверное, задачу сформулируете. Давайте сейчас послушаем директоров наших. Давайте. Юрий Иванович. Спасибо большое, что согласились уделить нам внимание. Мы вот в 2018 году собрались с коллегами и начали переосмысливать вообще сеть школ. Я тогда был директором Актемского лицея, и мы тогда вот предложили такую идею республики, возродить сеть этих школ, назвать, что таланты – это драйвер развития экономики республики. И вот мы исследовали различные факторы вообще в экономике, что в мире творится в системе образования, и мы на сегодняшний день определили, поняв, изучив закон Мура, это вот у нас в системе программирования изучается, вы прекрасно знаете, и мы прежде всего сделали самый главный вывод, что наши программы, которые мы обучаем сегодня, к сожалению, бесконечно, в том числе устарели, и мы как педагоги устарели от этих программ, тогда как сегодняшние наши дети требуют совсем нового подхода. И поэтому традиционная система образования, она очень разобщена, и наши учителя, к сожалению, отстают, и нам необходимо сделать новый рывок. И поэтому мы должны опережать динамику закона Мура хотя бы на несколько лет, мы вот предложили. И изучили различные, в том числе американские исследования, Лондонского, вот, Кембриджского университета, и определили, что очень большой процент обучения детей, это, безусловно, должно быть направлено на практикоориентированных современных направлений. Но я здесь не буду во всем останавливаться, это все известно. И поняли, что сегодня таланты определяют все, и бизнес, государство, все борются за таланты. И мы хотим трансформировать наши школы в школы талантов, чтобы каждый ребенок мог преобразоваться, раскрыть свою способность. И разработали стратегию развития наших школ до 1932 года, опираясь на указ президента Российской Федерации 204, указ Арсения Сергеевича от 22 ноября номер 190, и определили, что мы не просто должны быть школой в селе, мы должны стать центром и производства, и изменения наших улусов, в том числе готовить учителей, ученых и так далее. Для этого нам прежде всего необходимо разработать авторскую образовательную программу опережающей подготовки профессионально ориентированных выпускников, разработать инновационно-образовательную программу постоянного повышения квалификации наших сотрудников. И с этой инициативой мы предлагаем 100 аспирантов возродить наших проектов, который у нас был среди наших учителей. Создание базы наукоемкого производства. Мы вот посмотрели школы МГТУ имени Баумана, мы посмотрели Санкт-Петербургского университета Больш-Бруевича. И их выпускники, их, вернее, учащиеся с 8 класса проходят обучение в фирмах Samsung, Intel и так далее. У нас нет таких возможностей. Если у нас нет таких возможностей, мы сами должны создать. И мы одними из первых, это Амгинский лицей, Актемский лицей, мы в 2015 годах создали школьные технопарки. И мы начали сами производить продукцию. Например, мы в 2015 году, вот Марина Петровна здесь сидит, тогда она у меня была заместителем директора, мы со астраханцами, с МГТУ в республике Саха-Якутия продавали 3D-принтеры в 2016-2017 годах. Пробокс стоил 128 тысяч, мы продавали за 60 тысяч. И мы с помощью этого смогли сремонтировать всю нашу школу на 3,2 миллиона рублей и так далее. Поэтому мы уверены в том, что мы можем создать такие школьные технопарки, которые бы смогли не просто научить, но и вот преобразовать наши уникальные, так скажем, школы. И соединив и новые технологии, и ученость, и прорывные, скажем, образовательные программы. Исходя из этого, мы поставили несколько приоритетных направлений. И вот я о многом не буду рассказывать. Вот здесь в стратегии это хорошо расписано. А мы сейчас занимаемся разработкой программы развития. Я надеюсь, что мы закончим это к определенному периоду времени. Но мы вернулись к этому вопросу просто потому, что, к сожалению, в 2018 году закон об образовании, в 2012 году закон об образовании 207
273 уравнял все школы. Поэтому вот лицеи, гимназии, те прерогативы, которые были, те программы, которые были, они немножко, так скажем, перестали существовать. Но тем не менее, потенциал у нас огромный. Почему мы хотим возродить эти школы? Очень много было вложено в 90-е годы, в 2000-е годы, когда инициаторами были и Евгения Савина, и Феодосия Васильевна. Так что вот не хотелось бы терять вот этого огромного потенциала, но, к сожалению, мы не можем сегодня, есть и проблемы, мы не можем сегодня соперничать со среднеобразовательными школами, где 500-600 учеников, по душевое финансирование заработной платы в 2 раза больше, чем у нас. Вот, например, есть и такие проблемы. Но мы, скажем, сохранили свой потенциал, наши выпускники до сих пор поступают 100% в вузы, замечу, на бюджетной основе, в том числе и в центральных районах. Если позволите, я бы хотел попросить Александра Валерьевича Новгородова выступить. Александр Валерьевич является у нас и финалистом, учитель года России, директор Намской гимназии. Александр Валерьевич, пожалуйста. Наша ключевая идея, я забыл сказать, это поставили мы сеть школ войти по качеству образования в топ-100 школ Российской Федерации к 2024 году. Чего от него и наш национальный лидер Арсений Сергеевич просит. Александр Валерьевич. Добрый день, Михаил Евгеньевич. Добрый день, Михаил Евгеньевич. Дмитрий Евгеньевич, Михаил Петрович. Уважаемые коллеги, я рад, что мы сегодня собрались. Вот, и мы, как участники вот этого проекта, по первого президента, мы хотим обозначить на свои задачи, как бы, и свою стратегию на эти года. Вот, у нас стратегия составлена до 1932 года. Вот, и мы выделили несколько проектов, по которым мы должны развиваться. Соответственно, один из проектов, который есть и на федеральном уровне, и у нас тоже обозначена это современная школа. Вот про то, что сказал Юрий Иванович, конечно, как сказать, вот эта школа, которую мы должны развивать, мы немножко взяли шире. Вот, и хотелось бы обозначить такие моменты именно вот по тем, как говорится, воспоминаниями, но те не проблема, а те вот возможности, которые были тогда, в далеких 90-х годах, мы хотим, чтобы эти возможности были и у нас, в частности, именно индивидуального планирования образовательного процесса, ну, как бы финансирования того же самого. Потому что, как сказал и ранее, что это связано, сейчас мы сравнялись с последними школами, у них финансирование получается лучше, потому что у них детей больше. Вот, ну а мы свои маленькие звездочки, которые выращивают в школе, конечно, попадаем как бы, ну, в некоторые такие проблематичные моменты. Вот, это и в частности проект современной школы. Говорите, далее проект учитель это на следующий проект. Там у нас обозначено, что мы должны обучать учителей, дать им возможность профессионального роста. Вот, мы бы хотели запланировать эти стажировки по разным передовым, скажем так, технологиям, которые есть и в наших центральных городах, и за рубежом. Ну, в частности, как бы сейчас по всему миру звучит именно сингапурская система образования, финская система образования. Вот мы бы хотели тоже дать своим учителям шанс, чтобы они с другими учителями и центральных городов тоже могли вот этими стажировками заниматься, выезжать туда, выезжать не на, там, скажем, на недельку, на 2, а именно качественно, полгода, чтобы могли выехать. Следующий проект – это качество образования. Ну, качество образования, конечно, это самый больной вопрос, скажем так, на данный момент. Мы этим очень много разговаривали вот с директорами, завучами, с коллегами, учителями. Вот. Ну, Михаил Петрович у нас недавно был, я ему озвучил вот тот проект, который у нас есть в школе. Это система менеджмента качества образования, именно адаптирована для именно по любую сельскую школу, которую можно адаптировать. Вот. Ну и мы вот буквально на днях ее должны презентовать.
Вот, ну и думаю, что наш опыт тоже пригодится именно вот в этом направлении. Далее, следующий у нас проект – это «Школа. Территория здоровья». Ну, это всем понятный проект, но мы здесь основной упор делаем на питание. Вот, на питание, на то, чтобы вот наши дети были как бы здоровые, именно все начинается с питания. Вот тоже мы будем хотим сделать сеть столовых, которые будут именно по оригинальному, скажем так, меню тоже будут кормиться и так далее. Вот, далее, значит, это у нас школьная инфраструктура. Ну, проект «Школьная инфраструктура», тут у нас получается, что именно на развитие среды направлен этот проект. Именно вот мы хотели бы, что у нас каждый, вот как Юрий Иванович сказал тоже ранее, у школы был свой технопарк, свой полигон, своя лаборатория какая-то, и мы могли вот именно между этими школами вот так обмениваться. Где-то у нас сильные биологи, где-то сильные химики, где-то сильные физики. И вот мы хотели бы так обмениваться между собой, ездить друг к другу в гости, и то же самое, как говорится, приятное с полезным. Мы хотели это все совместно как бы внедрять и так далее. Школьный технопарк у нас тоже как бы, в принципе, у нас точки роста были открыты, тоже по федеральному проекту. Во всех почти у нас гимназиях и лицеях это все уже есть. Вот. Но, конечно, для того, чтобы идти в ногу со временем, конечно, мы должны и то же самое, и техника наша должна быть тоже соответствовать тому, чему вот мы должны именно своих детей подготовить, чтобы, придя на работу, скажем, став уже человеком с профессией, они должны уже этими какими-то новыми технологиями владеть. Вот. Ну и следующий проект – это у нас глобальное партнерство, экосистема развития. Тут мы подразумеваем именно вот в качестве того, что мы хотим сотрудничать и со школами России. Вот в прошлом году мы как бы самоорганизовались при помощи Юрия Ивановича, Михаила Ефимовича. Мы съездили по школам Москвы, поездили, по школам Казани мы поездили, вот посмотрели передовые опыты, как у них идет обучение и так далее. Вот. Там мы познакомились с различными вот тоже технопарками. И в Москве мы сходили вот именно в тот центр, где проводится WorldSkills. Вот. Ну, были, конечно, приятно удивлены уровнем именно того, что нам показывали. Вот. Ну и хотелось, чтобы у нас тоже такое было. Вот. Ну и мы бы хотели вот как бы заострить внимание именно вот на том, что вот мы хотели все-таки этот проект как-то дальше развить. И сейчас у нас именно как раз вот 2020-2023 год – это создание экосистемы сети президентских школ и инфраструктуры. Поэтому, значит, у нас как бы получается вот сейчас мы бы хотели вот узнать и попробовать все-таки, чтобы наши именно вот сеть, все те школы, которые входят в эту сеть, перешли именно вот на индивидуальный план, образовательный план, например, и перешли вот именно на какое-то отдельное, скажем так, финансирование, если это возможно, конечно, вот в данный момент. Потому что все-таки это нам руки сейчас очень сильно вяжет, и мы как бы сейчас, в принципе, ничего такого оригинального как бы из рамок мы выйти не можем. Вот эти рамки нам мешают очень. Ну, вкратце примерно так. Если будут вопросы, я отвечу. Амгинский лицей, Дарина Кентьевна, вы один из первых директоров, кто стоял в основе создания сети школ президентских. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемый Михаил Ефимович, Дмитрий Евгеньевич, Михаил Петрович и коллеги. Я один из тех людей, которые стояли у истоков реализации идеи первого президента в области образования, создания школ повышенного уровня в каждом улусе, в том числе Амгинская педагогическая гимназия, в 2013 году преобразованный Амгинский лицей имени академика Леонида Васильевича Керенского. Могу с уверенностью сказать, что те задачи, которые нам тогда поставила сеть, мы эти задачи все выполнили. Это и развитие одаренных детей, это и стопроцентное поступление наших выпускников в вузы
центры вуза, это оказание научно-методической помощи другим школам, внедрение новых образовательных технологий, это создание новых программ для обучения, новых учебников. Итоги этой огромной работы СПШ мы сегодня видим в результатах наших общеобразовательных школ. Например, программа «Шаг в будущее», WorldSkills, большие вызовы стали неотъемлемой частью работы всех школ нашей республики. Внедрение новых технологий, особенно проектно-исследовательской, информационно-технологической, привели к безболезненному переходу наших школ к новым федеральным государственным образовательным стандартам. Сегодня перед нами стоят другие задачи. Мы создаем новую образовательную среду, которая объединит наши усилия для развития наших детей, поможет в достижении наших амбициозных целей. Для выполнения этих целей сеть президентских школ работает по сетевому взаимодействию, ведь мы все такие разные, у нас у каждого есть свой неповторимый опыт, своя изюминка, а собрать все лучшее для наших детей, вот ради чего мы должны с вами сегодня работать в этой сети. На наш взгляд, на этом этапе развития сети президентских школ нужно следовать самым передовым трендам, формирующим будущее мировой экономики. В России эти тренды задает Национальная технологическая инициатива, или НТИ. Мы об этом много слышали. В этом году у нас прошли первые олимпиады кружкового движения НТИ, да? И вот мы, основываясь на этих трендах, должны составить наши образовательные программы, нашу работу. Мы хотим, чтобы сегодня наши дети, независимо от того, что они далеко живут от мировых научных технологических центров, не только имели представление о перспективных отраслях, но и возможность участвовать в посильных для них направлениях. Так, например, Амгинская дельтаица в рамках НОЦ по изучению проблем жизнеобеспечения на криотозоне, которые охватывают основные направления НТИ, работает по 4 проектам в лабораториях школьного технопарка. Это такие проекты, как Амгинский геотермический полигон, современное состояние экосистем Амгинского улуса, наша энергетика, старт в космос. А сетевое взаимодействие наших школ и взаимодействие с школами наших улусов дало бы расширение образовательной среды, что в свою очередь повлияло бы на развитие личности ребенка, что является, конечно, нашей основной миссией образования, миссией наших школ и вообще школы. Сегодня, как вы знаете, учитель не единственный источник знаний. Для такой работы нужны люди других профессий, ученые, специалисты в своей области технологий. И в связи с этим мы хотим предложить следующее. Первое. Создать на базе сети президентских школ научно-образовательные центры с отдельным штатом, с технопарком, оснащенными лабораториями, научными полигонами. Во-вторых, вы все знаете, что опыт работы физико-математического форума «Ленский край» был принят Россией и был создан Сириус, полный прототип. Мы знаем, что физико-технический форум «Ленский край» за 3 года работы сразу дал республике результаты, и наши ребята становились, начиная с 2002 года, победителями российских международных олимпиад. Но сегодня одной малой академии наук на всю республику это недостаточно. Наши дети могли бы организовать, наши школы могли бы организовать в рамках научно-образовательных центров такие центры в улусах, а летний, например, отдых одаренных детей мы могли бы организовать в Амгинском районе на базе лагеря Юнайс. Третье – это предусмотреть возможности для выезда детей, учителей в другие регионы России, в другие страны, передовые научные технологические центры, вузы для стажировки. Конечно, такая организация работы требует больших финансовых вливаний. То есть мы предлагаем норматив школ повышенного уровня, хотя такое понятие сегодня не существует по закону, добавить отдельное финансирование для сетевого образования, которую мы могли бы привлекать по контракту специалистов. Раньше такой опыт был, конечно, нам давали 10 ставок дополнительных, 10 штатных единиц для дополнительного образования и 1500 часов для лекционных занятий. Но и вот
сегодня мы все готовы работать, но вот эти загвоздки закона 2003-го нам, как сказал Юрий Иванович, дают какие-то вот препоны для нашего дальнейшего развития. Мы не можем развиваться дальше, потому что закон не позволяет, например, для школ, которые имеют первый-четвертый классы, такими школами нашей являются Амгинский лицей, Якутская национальная городская гимназия, есть другие школы, которые мы в первый класс принимаем всех детей по закону, а потом в 5 классе очень сложно тоже делать набор других детей. Вот такие маленькие, ну, на первый взгляд, не очень заметные и такие, скажем, универсальные для других школ требования иногда мешают работе наших школ, да. И, конечно, здесь нам всем нужна поддержка и моральная, и финансовая со стороны нашего министерства, и, конечно, Министерства просвещения. Уважаемый Дмитрий Евгеньевич, мы высоко ценим ваше отношение к развитию образования наших школ и надеемся на вашу поддержку. Спасибо. Дарина Кентьевна, пожалуйста, кратко, четко. Добрый вечер. Татьяна Спартаковна, директор Маинского лицея Мегино-Кангаласский улус. Продолжаем мысли коллег. Хочу отметить, что мы продолжаем, вот как отметили коллеги, работу как ресурсные центры в своих муниципальных образованиях. То есть мы сегодня по нынешний день координируем и деятельность по развитию научно-исследовательской работы учащихся, координируем работу WorldSkills чемпионатов, организуем разные летние школы для сельских школьников. Вот одним большим событием для создания условий и дать возможность для сельских школьников это были вот международные интеллектуальные игры. То есть мы пробуем и создаем условия, изучаем разные инновационные проекты, в которые мы вовлекаем вот школьников не только наших лицеев, но и всех школ своих муниципальных образований, даем им возможность участвовать, пробовать себя. И, конечно, все это происходит при ощутимой поддержке нашего Министерства образования и муниципальных образований. В нашем случае, например, мы пропагандируем и инициируем уже 3-й год, проводим в своих муниципальных улусах и в Заречном регионе такого чемпионата, как «Моя профессия IT». Это погружение вот в IT-сферу, где дети пробуют, профессионально пробуют себя в разработке различных необходимых приложений, берут заказ от разных производственных сфер и решают проблемы с помощью вот IT-возможностей. Также мы инициировали вот подготовку и участие детей юниорского возраста, юниорской лиги и проведение чемпионата юниорской лиги по направлению инженерный дизайн КАД и прототипирование. Вот в феврале мы запланировали сетевую именно такую образовательную подготовку учащихся со всей республики, и в марте где-то планируем провести юниорскую лигу. С помощью разных грантовых поддержек мы стараемся обновлять наши технические и компьютерные оснащения, создаем, вот как упомянули, свои школьные технопарки. Но при всех этих успехах и работе успешный выход на российский и международный уровень он затрудняется тем, что мы не успеваем, и наши ученики, и учителя, которые пробуют себя на этих конкурсах, не успеваем за требованиями высоких технических возможностей вот для участников разных всероссийских конкурсов. Точно так же очень остро стоит проблема для создания комфортной среды проживания и обучения, отвечающей требованиям современных стандартов в наших муниципальных районах. В таких тяжелых, но трудных условиях создания комфортной среды мы можем назвать, например, находится Татинский лицей, Беддигостявская улусная гимназия, Амгинский лицей. И вот наш Маинский лицей, например, на примере нашего лицея, тоже интернат 1974 года постройки, деревянная,
находится вдали от нашей школы и тоже по площади не отвечает, хотя очень высокий спрос. В нашем лицее, например, обучаются дети из более 20 наследников Улуса, и всех их пытаемся обеспечить интернатским проживанием, но вот такие вот материально-технические такие. Особенно вот в период пандемии у нас с этим очень большие сложности. Поэтому в этом плане тоже хотим, чтобы, ну, в общем, какие-то программы для улучшения материально-технической базы очень бы стимулировали. И у нас есть потенциал, и вот, как сказали коллеги, желание, и мы вот такие сетевые разные образовательные программы, в общем, для реализации и таких инновационных проектов, это, думаю, очень актуальная проблема. Вот разные сетевые образовательные программы, кстати, мы вот с помощью, хотим на республику, вернее, пробуем уже с помощью образовательного портала, который мы вот осенью с Михаилом Петровичем тоже обсуждали, который вот на этой компании Яхстар. Ага. Вот спасибо за внимание. Очень кратко бы хотел сказать еще, у нас в сети школ, когда мы создавались, перед нами стояла задача создания авторских школ, авторских моделей. И у нас, кстати, очень много разных наработок, учебных пособий. И вот среди них есть Лазарев Юрий Афанасьевич, это Нюрбинский технический лицей. Здесь директор Нюрбинского технического лицея есть. Несмотря, что он так далеко, но Нюрбинский лицей в республике в рейтинге 2017-2018 годов занимал второе место, лишь уступая республиканскому лицею. И вот их учебные пособия, вот директор, вернее, Юрий Афанасьевич Лазарев пишет такие учебники. Вот я хочу показать отзывы. Это я ездил в Москву, в Институт стратегии развития образования Российской академии образования. Старший научный сотрудник, автор федеральных учебников, пишет, что во всей столичном регионе Московской области нет авторов подобных пособий. И вот мы бы хотели очень попросить вас, чтобы, Дмитрий Евгеньевич, имея ваши возможности, у нас много таких учителей, как-то бы, но мы, к сожалению, не можем до конца их оформить, чтобы они стали вот учебниками. Не хватает на то у нас методических, скажем, руководителей, и в республике таких ученых мало кто пишет такие учебники. И в подтверждение этого вот я хочу Нюрбинский технический лицей попросить вас немножко выступить и сказать ваши предложения. Если бы было руководство Российской академии образования, может быть, мы бы еще больше смогли бы сделать. И вот очень хороший отзыв на такие учебники есть. Аркадий Юрьевич, пожалуйста, вам слово. Добрый вечер, уважаемый Михаил Ефимович, Дмитрий Евгеньевич, Михаил Петрович и коллеги. Наши школы изначально были созданы как авторские школы, где учителя разрабатывают свои модели обучения и учебники. Но, к сожалению, с внедрением ФГОС, перечня учебников и изменения законодательства в 2012 году все поменялось. И активность потерялась, так как надо использовать только перечневые учебники. Как вы сказали, наш лицей и другие лицеи, гимназии продолжают это движение. Вот. И благодаря таким учителям, как Юрий Афанасьевич Лазарев, он является заслуженным учителем Российской Федерации, человек, проработавший в системе образования 45 лет, он является абсолютным победителем первого чемпионата России по педагогическому мастерству среди общеобразовательных учреждений в 2019 году по физике, то есть который является автором вот уникальных методик и учебных пособий, которые получили, только сказали, получили гриф Дальневосточного учебно-методического центра, рецензии академиков и член-корреспондентов Российской академии наук. Вот, пользуясь случаем, хотелось бы выразить слова благодарности Михаилу Ефимовичу за своевременное открытие вот сеть школ, президентских школ. Вот, и надеемся, что такие учителя, как Юрий Афанасьевич,
его учебники по физике очень высокого уровня, и других учителей в сети есть свои авторские учебники. Они могли бы войти в федеральный перечень, но им нужна серьезная научно-методическая помощь. Так мы давали на рецензии института в Москве и получили очень хорошие отзывы. Но этим надо заниматься, чтобы федеральные институты, авторы учебников помогли нам делать. В Якутии авторов учебников практически нет. Поэтому просим вас, Дмитрий Евгеньевич, помочь нам. Может ли Российская академия образования взять нас под шефство в разработке учебников для сети и войти в федеральный перечень учебников? Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вот. Валентин, ну, среди нас есть еще и городская школа. Это Якутская городская национальная гимназия. Директор присутствует. Валентин Семеновна, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемый Михаил Ефимович, Дмитрий Евгеньевич и Михаил Петрович. Якутская городская национальная гимназия была создана в 1992 году. Основоположником, создателем нашей школы является наш уважаемый Николай Константинович Черяев. Он руководил, был директором 25 лет. И сейчас наша гимназия носит имя наших основоположников Антонины Гаврилевны и Николая Константиновича Черяевых. Мы, сохраняя и приумножаем наши традиции, но гимназия является основоположником национальных школ в городе Якутске. Так, в 2002 году был открыт филиал Саха-немецкой школы, класса Саха-немецкой школы, который сейчас Саха-гимназия, отдельная гимназия, да. В 2006 году были открыты классы Аникагата. Сейчас они в прошлом году получили здание и отделились как национальная гимназия Аникагата. И в 2011 году были открыты классы Каталык. Они сейчас являются национальными классами 19-й школы. И в 2013 году были открыты классы Сергелях, которые сейчас учатся по адресу Кулаковского, 42/3. И в связи с пандемией они сейчас с нами. Там сделали обсерватор, и они сейчас находятся с нами. Вот. Хочу рассказать про наши успехи 2019-2020 учебного года. Мы вошли в топ-20 школ рейтинга Дальнего Востока. Занимаем 4-е место среди школ Дальнего Востока по количеству поступивших выпускников ведущие вузы России. Мы входим в топ, занимаем 3-е место среди школ Республики Саха-Якутия. И мы вошли в число 50 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в сфере медицины. Так, мы являемся партнерской школой Высшей школы экономики города Москва, да, и являемся членами Ассоциации довузовских образовательных учреждений России и Китая, где мы в тесном сотрудничестве работаем с Харбинской школой номер 5 и школой номер 5 города Шаньдунь. И вот являясь сотрудничая с ними, мы работаем в сети президентских школ, тоже их вовлекая в наши мероприятия. Так у нас есть проект «Школа жизни на севере», который работает с 2007 года, где нашими партнерами являются старшая школа города Анкоридж и начальная школа Станхоуп Лондона, старшая школа Таруна города Хабборд, Австралия. Вот. И мы, работая в сети,
Еще работаем в сети инновационной площадки Открытого института, развивающей обучение города Москвы под руководством Алексея Борисовича Воронцова. Таким образом, мы, являясь одной из школ города Якутска в сети, являемся и базовой школой сети, да, где мы организовываем наши олимпиады, наши школы. И вот здание наше 2006 года построения, рассчитано на 500 детей и обучается сейчас в данное время 1205 учащихся. Переполненность нашего здания. И мы в здании уже, наше здание уже 16-й год работает, да, как бы нам бы хотелось по современным требованиям иметь свои мастерские по новым требованиям, да, и хочется Михаила Петровича, чтобы он поддержал наши идеи, да, мы хотим расшириться и конкретно хотим пристрой для гимназии нашей, для национальной гимназии. Я завершу, времени мало, Дмитрий Евгеньевич, если можно, вот все выше указанное я вот подмечал, конспектировал, сидел. Прежде всего, мы, конечно, просим, чтобы был все-таки определен какой-то статус внутри региона нас. Просим вас поддержать, чтобы понимали, что мы для улусов работаем, потому что иногда даже так бывает, что внутри улусов мы порой занимаемся больше выборными делами, если честно прямо сказать, нежели чем с учениками отвлекаемся на такие мероприятия. Это первое. Статус школ должен быть определен. Второе, конечно, если это возможно в сегодняшних реалиях, это, конечно, необходимо предусмотреть в нормативах финансирования определенное финансирование школ повышенного уровня. Мы понимаем, что когда работаем с высоко одаренными детьми, понимая, что все дети одаренные, все-таки хотелось бы иметь заработную плату не ниже, чем в тех школах, где большое количество учеников, учитывая статью 90, подушевое финансирование. Второе, это, конечно же, материально-техническая база. К сожалению, мы очень уступаем от школ Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, потому что все сегодня переходит на лаборатории. Мы вот участвуем в международных олимпиадах, в том числе Туймада, и мы проигрываем всегда в части экспериментальной части. Вот теоретическая у нас все хорошо идет, а вот в экспериментальной, к сожалению, мы проигрываем. Вот почему город Якутск ставит такой вопрос. Нам бы в Якутский центр, Михаил Петрович, конечно, бы был нужен. Мы, когда химия, мы всегда приезжаем в университет, нам открыто все доставляет, но не всегда это долго. Второй вопрос. Если это возможно, конечно, Дмитрий Евгеньевич, Сириус есть замечательный центр для школ РАН, они проводят летние школы. Если возможно, для нашей сети мы бы очень хотели наших учителей вывести, пожалуйста, просим, посодействуйте в летних школах Сириусе. Мы найдем любые деньги на проезд, приедем в эту школу. И второй момент. Российская академия образования, она все-таки под кураторством Министерства просвещения. Было бы очень хорошо, если бы они взяли нас под шефство, как в подготовке аспирантов, как авторских программ. В 90-е годы мы очень хорошо с ними работали. И сейчас готовы ездить. Сегодня у нас 24 аспиранта из 10 школ обучаются в разных вузах, в том числе в СВФУ. Мы сами платим, где-то мы поступили бесплатно и готовы работать. Но заочно не всегда есть бесплатно. И последнее, если есть возможность, сведите нас, пожалуйста, с вузами. Сегодня очень сложно достучаться до МГУ, до МГТУ имени Баумана, до Новосибирска. Раньше даже Михаил Андреевич Алексеев, вот я программу мы представляем, тоже очень интересная, он очень тесно работал с ними. Нам от них нужна идеология, поддержка. Мы не все время опираемся на деньги. Ключевое бы, резюмируя все вышесказанное, Дмитрий Евгеньевич, мы очень просим вас войти в члены попечительского совета нашей сети в части идеологической. Нам больше даже не в деньгах ведь дело, хотя это тоже очень определяющего. Главное внимание, спрос, чтобы вот вдохновиться тем, что мы нужны, мы необходимы, и от нас есть какой-то спрос. И последнее, вот я хочу привести пример, когда строился
Томский университет, 11 из 12 императорских университетов. То, кому поручали это дело, он докладывал императору Александру III. Я с самого начала называл несчастную и фальшивую идею создания университета в Томске. Каких профессоров достанут в Сибири, когда и для здешних университетов не знают, где достать серьезных, надежных людей? Общество томское состоит из всякого сброда. Можно только представить, как оно воздействует на университет и как университет на нем отразится. Однако, исключительно благодаря твердой позиции министра народного просвещения Российской империи Делянова было принято высочайшее решение в пользу открытия университета в Томске. И мы сегодня видим, через 100 с лишним лет, какой сегодня славный университетский город Томск. И мы просим вас поверить в нас. Мы надеемся, что не подведем и реализуем нашу цель войти в топ-100 лучших школ России хотя бы к концу 2024-2025 годов. Все, доклад окончен.